под подозрением. Так, анализы находятся уже в Новосибирске. В целом круг контактов всех заболевших очерчен, и сейчас Роспотребнадзор в день проводит вместе с нашими клиниками в общей сложности порядка 300 с лишним анализов, но вот по вчерашнему дню они все были отрицательные. Хочу также особо отметить, что с сегодняшнего дня у нас уже действуют ограничительные меры, поэтому еще раз, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к жителям республики в эти дни находиться дома, без крайней необходимости не пользоваться общественным транспортом, не выходить в какие-либо общественные места. Тем более у нас сейчас, кроме торговли, которая занимается торговлей продуктами питания и товарами первой необходимости, практически ничего и не работает. Так, и, соответственно, это в первую очередь важно для общего здоровья, для того, чтобы на самом деле остановить распространение коронавирусной инфекции и в стране в целом, и у нас в республике, ну и добиться уже в последующем улучшения ситуации. Поэтому еще раз призываю всех якутян вот и сегодня, и в эти дни находиться дома, провести этот день в кругу семьи, в кругу родных и близких. Что касается вопросов, связанных вот с дальнейшими нашими действиями по ограничениям и по выявлению возможных инфицированных коронавирусной инфекцией, то хочу сказать, что с сегодняшнего дня в аэропорту Якутск у нас уже ведется сплошное анкетирование всех прилетевших в Якутск извне республики. И эта практика будет также и в Мирном, и в Нирингре. До сего момента мы в первую очередь выявляли тех, кто прилетает к нам из-за границы. Вот. Но с сегодняшнего дня вот мы совместное решение оперативным штабом приняли, у нас будет вестись и уже ведется сплошное анкетирование всех, кто прилетает уже извне республики. Хочу сказать, что по сегодняшний день достаточно много наших граждан возвращается из-за границы. Вот только за сегодняшний день 55 жителей Якутии только сегодня на рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска прилетело к нам в Якутск из-за границы. Конечно же, эти наши граждане, мы не можем их оставить за границей. Вместе с тем, сразу же необходимо, чтобы они все самоизолировались в обязательном порядке. Часть из них мы, 5 человек сразу в обсерватор доставили прямо из аэропорта, но вот остальные 50 обязательно должны самоизолироваться. И, конечно же, и родные, и близкие должны за этим тоже следить, потому что соблюдение режима самоизоляции людьми, которые приезжают сегодня в страну и вот к нам в Якутию из-за границы, это одно из главных условий недопущения распространения этой болезни. Поэтому здесь я призываю вот наших граждан, прилетевших из-за границы, и их родных и близких, все-таки, чтобы вот этот режим самоизоляции был в обязательном порядке у нас осуществлен. Это очень важно, это очень нужно. Спасибо. Спасибо. Это была прямая трансляция брифинга регионального оперативного штаба. Не переключайтесь. Уважаемые якутяне, сограждане, чтобы не допустить распространения коронавируса, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, от каждого жителя республики требуется самоизоляция. Граждане, находитесь дома, не выходите без острых